На первый, второй рассчитайся. Примерно так видит себе супружеские отношения депутат Чукурку-Кенеша Камчебек Джолдушбаев. Обсуждая невозможность однополых браков, он при этом призвал своих коллег узаконить многоженство. Ведь в стране таких случаев сплошь и рядом. Так почему бы не признать действительность на законном уровне? Официально у мужчины только одна жена, но есть вторая или даже третья жена и общие дети, которые получают его фамилию. Это незаконно. Может, введем какой-то пункт, чтобы узаконить второй или третий брак? Хафиза, Зухра, Лейла. Главным возмущением, между тем, в комментариях в социальных сетях стало уже даже не само предложение легализовать многоженство, а то, что вместо решения насущных экономических проблем или приграничных вопросов некоторых народных избранников волнует количество жен. Такого же мнения придерживается руководитель кризисного центра СИЗИМ Бибюсара Рыскулова. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, отмечает она. Ведь ее центр на практике сталкивается с реальными случаями, когда, будучи традиционной женщиной, посвятив мужчине 30 лет, она не может подать на развод в силу экономических трудностей. Потому, как отмечает Рыскулова, продолжает терпеть такое унижение. В силу тех же экономических интересов молодые девушки связывают свою жизнь с уже состоявшимися, пусть и женатыми мужчинами. Уровень жизни машинами дорогими, домами и женами определяется. Женщины как вещь получаются, да? А здесь экономически, потому что первая жена будет делить. Это имущество какое-то, и вторая жена не имеет права юридически, потому что она неофициальная жена. Это как раз причина, почему мужчины не разводятся со своей супругой. Выгодное положение со всех сторон. Заявить в суд, по словам Бибюсары Рыскуловой, они не имеют права, так как их служба анонимная. Вступая в такие отношения, они сами себя подвергают опасности того, что целый порядок потом наступления наследственных прав их обходит стороной, их детей. Они могут быть лишены тех прав на наследство, которые дает закон. Согласно Семейному кодексу, статья 153, сожительство с двумя и более женщинами наказывается лишением свободы до 2 лет. Причем такого понятия, как гражданский брак, вообще не существует. Доказать в суде нужно прежде всего, что мужчина и женщина ведут совместный быт, имеют совместных детей. И он содержит и детей, и их мать. А как это сделать? Может, это друг, и он просто часто приходит в гости? Сложность момента доказания одно. Я вам скажу другое, что около 20 лет существует статья в Уголовном кодексе, наказывающая мужчину за многоженство, но ни одного судебного случая наказания мужчины в практике нет. Подобная инициатива уже даже не удивляет, тем более от депутата. Ее же выдвигали, к примеру, бывший министр юстиции Марат Каипов, бывший муфтий Чубак Аджи Джалилов, который открыто призывал политиков, то есть чиновников светского государства, брать по 2-3 жены. Елена Яковлева, Манас Бакешев, НТС.